Вы смотрите выпуск новостей в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах этого часа. Газификация, собачьи вопросы, паводок. Эти и другие темы поднимались сегодня в Хангаласском Улусе во время отчета правительства. В Якутск прибыли федеральные эксперты ведущих отраслей. Главная цель – определить 100 креативных лидеров региона. 25 участников из 8 наслегов в преддверии юбилейного эссе Халанхо в селе Верхнебелюйск провели выставку «Конкурс для умелых мастеров разных сфер». На территории Якутии заработала горячая линия по вопросам беженцев и контрактной военной службы. Номер горячей линии 122. Как сообщил военный комиссар республики, ранее к ним поступали звонки от родителей лиц, которые сегодня несут службу в военных частях страны, а также от родных тех, которые несут службу по контрактной системе. Военный комиссариат, исходя из входящих звонков, сформировал 3 блока ответов на вопросы, которые в данное время к ним поступают. Сейчас 3 блока сформировалось. Первый блок – это когда поступают вопросы родителей по поводу военной службы граждан, которые проходят ее по призыву. Официально Министерство обороны на сегодняшний день заявляет, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, в боевых действиях не участвуют. Даже если кто-то оказался в районе проведения, они у нас занимаются в подразделениях обеспечения, либо на полигонах, либо в частях, которые не участвуют в боевых действиях. Второй блок вопросов – это родители военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту. Тоже сразу предупреждаю, что вопросы, связанные с тем, чтобы вызвать на связь данного гражданина, либо там написать письмо и прочее, на сегодняшний день это невозможно в целях безопасности самих же граждан, которые проходят эту службу. Условия маскировки и прочее, соблюдение безопасности. И третий блок вопросов, который у нас сейчас участился, это обращение добровольцев для того, чтобы их направили для участия в боевых действиях. То есть в Луганскую, Донецкую Народную Республике. Тоже официальная позиция на сегодня. Никаких указаний, никаких формирований отрядов, никаких направлений военные комиссариаты в указанные регионы не ведут. В Якутске организован сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Каждый желающий якутянин может протянуть руку помощи и оказать добро нашим соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сегодня в пункте задействовано более 10 добровольцев и организовано дежурство членами Общественной палаты добровольческими организациями. Помощь оказывают обычные горожане и предприятия. Пункт работает каждый день с 10 до 20 часов по адресу Орджоникидзе 10. Независимо от ситуации в стране, нужно делать добрые дела, потому что это гражданский долг. Важно, что есть люди, которые в нужде. Мы работаем с центром давно, регулярно поставляем и одежду ребятам, и антисептики, перчатки, потому что они работают с малосемейными, с пенсионерами. И с 2020 года мы активно работаем с волонтерским центром, сами являемся волонтерами. Обеспеченность медикаментами, газификация, собачьи вопросы, паводок. Эти и другие темы поднимались сегодня в ходе отчета правительства в Хангаласском Улусе. Диалог власти и населения района по понятным причинам проходил в онлайн-формате. На связь с хангаласцами вышел исполняющий обязанности министра предпринимательства, торговли и туризма Максим Карбушев. Отчет длился почти 3 часа. За это время поступило 75 вопросов и предложений. Если делать анализ запросов от населения, то можно выделить 4 основные проблемы. Например, жителей Южного Куста больше всего волнует отсутствие аптечных пунктов и недостаточная обеспеченность лекарствами. Заречные наследия с года в год первостепенно поднимают вопрос газификации. Долина Эркейни озабочена предстоящим военным половодьем, а жителей крупных населенных пунктов района поселок Максагалох и город Павловск интересует вопрос регулирования численности собак. За 3 часа мы на все вопросы, которые прозвучали от жителей Хангаласского Улуса, это 75 вопросов прозвучало, и все эти 75 вопросов войдут в протокол. И я думаю, что в решении данных вопросов уже с этого года начнутся какие-нибудь уже движения. Да? Какие министерства больше всего было запросов от жителей?
Ну, в основном Министерство здравоохранения, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также Министерство промышленности больше всего вопросов прозвучало. В Якутии определят 100 креативных лидеров региона. В столицу республики прибыли федеральные эксперты ведущих отраслей, чтобы провести исследования среди специалистов креативных сфер, значимых для экономики республики. Подробности далее в сюжете. В точке кипения собрались специалисты креативных профессий. Здесь и представители театрального и киноискусства, рекламы и маркетинга, фотографии, дизайна, IT-технологий и других. В период пандемии они доказали и показали, как можно сохранить и развивать свой бизнес. Ведь в сложное время эти люди не забросили свое дело. Сегодня все они ожидают встречи с федеральными экспертами, которые прибыли в столицу республики. Основная задача – определить 100 креативных лидеров Якутии. Сейчас очень много происходит изменений, которые связаны с развитием креативных индустрий, которые являются частью креативной экономики. И как раз в стратегии развития республики до 50-го года креативной экономике уделяется очень большая роль. И благодаря тому, что креативной индустрии уделяется большое внимание в республике, наш регион стал третьим среди субъектов страны, где проводят такое исследование. В его рамках опросят не менее 200 отраслевых экспертов и лидеров мнений. Отбор кандидатов пройдет по критериям. Основные – стремление и способность создания общего видения развития в своей категории, поиска и использования новых методов, таким образом достижения значимых изменений для общества. Люди, которых выявляют, это верифицированные экспертами лидеры своих сегментов. Благодаря этому можно с этими людьми выстраивать экспертные сообщества, использовать их проекты в качестве проектов, которые могут представлять регион. Это позволяет использовать в том числе их в качестве консультантов, жюри, людей, которые могут представлять регион в различных советах и так далее. Нам нужно будет очень сильно сориентироваться на внутренний спрос, на внутреннее производство, и поэтому понимать, у кого, что называется, в руках наилучшие позиции по различным направлениям. Чтобы провести исследование, Федерация креативных индустрий подпишет соглашение с Корпорацией развития Якутии, а результаты станут известны уже весной. Лучшие в отрасли значительно смогут расширить свой потенциал на конкурентном рынке. Мадина Халикова, Владимир Павлов, Якутск. С улучшением обстановки с COVID-19 готовятся изменения в указ главы Якутии. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балапкина в ходе брифинга об эпидобстановке. За минувшие сутки зарегистрировали 950 новых случаев коронавируса. Из них около 26% – это 251 случай в столице республики. На настоящий момент достаточно высокий уровень коллективного иммунитета – чуть больше 70%. Это позволяет сохранять достаточно стабильную обстановку. Ольга Балапкина призвала соблюдать все действующие ограничительные меры для защиты здоровья и недопущения распространения вируса. Между тем, в Вилюйском Улусе всего с апреля 2020 года зарегистрировано чуть больше 6 тысяч случаев заболевания COVID-19. Сегодня амбулаторное лечение получает 508 жителей района, в том числе 311 детей. На стационаре находится 41 больной. В связи с ростом заболевания все образовательные учреждения города Вилюйска находятся на дистанционном обучении, кроме 9 и 11 классов. У нас по району в 20 образовательных организациях, это в школах, выявлено 215 детей, в настоящий момент болеющих. Ну и, конечно же, в пятницу у нас был зарегистрирован максимум выявленных за день. Это 65 детей в 14 образовательных организациях. Из них 40 – это дети, обучающиеся в городских школах. В связи с этим мы перевели на дистанционное обучение, начиная с 28 февраля, городские школы, кроме 9-11 классов. В преддверии юбилейного эссе Халанхо в Верхневилюйском Улусе и Дня народных мастеров в республике, а также в честь Года культурного наследия в России в селе Верхневилюйск провели выставку-конкурс для умелых мастеров разных сфер. Участие приняли 25 человек из 8 наслегов. Талантливые мастера со всего Улуса собрались в Доме культуры показать свои работы. Есть изделия из конского волоса, дерева, железа, из рога сахатова и из разных видов ткани. Народный мастер Надежда Тюляхова приехала из села Аргет. И вот моя новая работа называется «Депся». Это для седла
под седло. Это заняло, а это я сделала как бы, нигде нету такого. И вот это я сама взяла из традиционного плетения сюрре рисунок. Также проводились разные мастер-классы. На выставку посетители приходили с 10 утра до вечера. Такая работа у них изумительная, могу сказать, и тонкая. Это очень кропотливая работа. Например, из конского волоса я видела картины, аппликации. И очень понравилось куклы. Сделали вот тут у Павловой Ирины очень хорошие работы. Лоскутная мозаика, кажется, называется, техника. И я тоже сама занимаюсь немножко рукоделием. И мне всегда интересно, что делают другие люди. Роберт Сафронов – учитель в Харинской школе. В мастерской он обучает 10 детей разного возраста мастерству ковки. Вот иногда делаем ножи из береста, вот, и выжиганием рисуем якутские рисунки. 10 класс Семена Спиддон сделал, сам делаю, ножны. Изделия были сделаны и по старинным якутским традициям, и те, которые сейчас в тренде. Фантазия и возможности наших мастеров не имеют границ. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Верхнеуфалейск. В эти выходные в Амге прошли республиканские соревнования по волейболу. Памяти мастера спорта РСФСР и ЯССР по национальным прыжкам, почетного волейболиста Саха-2, отличника физической культуры и спорта республики Андрея Гаврильева. В турнире приняли участие команды из 6 районов республики, а также сборные команды из города Якутска. В двухдневном турнире среди мужчин победу одержала команда Амгинского района, а среди женщин сборная команда СВФУ из Якутска. От имени семьи Гаврильевых лучшим игрокам были вручены денежные сертификаты. В рамках соревнований, посвященных 70-летию Андрея Гаврильева, в доме, где он жил, открыли памятную мемориальную доску. Инженер-строитель Баглаута. Секретарь Үлетин Сагалабута. Республиканский турнир памяти Андрея Андреевича Гаврильева проводится в Амгинском улусе каждые 2 года. И в этом году к нам в гости на соревнования прибыло среди мужских команд 9, среди женских команд 7 команд. Вот. И мы считаем, что эти соревнования станут отличным стартом перед отборочными соревнованиями Спартакиады Республики. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь на нашем телеканале.